О самых заметных событиях среды 16 марта вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Помощь ключевым отраслям. Дополнительную поддержку окажут авиации Якутии. Ленский район старается сдержать рост цен на продукты питания. Наш корреспондент отправилась с проверкой в магазины Ленска. Импортозамещение в медицине. В Якутскую республиканскую клиническую больницу поступил новый рентгеновский аппарат российского производства. Благотворительность в Мирном. Более 13 миллионов рублей собрали добрые крышечки в алмазной столице. Ровно 100 лет назад было основано постоянное представительство республики в Москве. Какие мероприятия ждут якутян в юбилейном году? Дополнительная поддержка будет оказана авиации Якутии. Сегодня все авиапредприятия продолжают работу в штатном режиме. Глава региона Исай Николаев провел совещание по работе предприятий воздушного транспорта. По итогам поручено в кратчайшие сроки направить в федеральный центр пакет предложений по мерам поддержки отрасли, выдать бюджетные кредиты авиакомпаниям на закупку топлива, увеличить субсидии на авиаперевозки внутри республики, прежде всего на покупку билетов по арктическим направлениям. Многие решения должны быть приняты федеральными авиационными властями. Это, безусловно, и курсовые разницы, и поддержание летной годности, и обеспечение запасными частями иностранного производства. Вместе с тем, сегодня хотелось бы отметить, что полеты в настоящее время будут, наши региональные компании готовы их обеспечить и как на межрегиональном, так и на внутриреспубликанских линиях и внутриулусных линиях. Все сегодня обеспечены и могут обслуживать техническое обслуживание. Кроме того, руководство республики готовит решения по импортозамещению в транспортном комплексе, здравоохранении, связи, энергетики, пищевой промышленности и в сельском хозяйстве. Так, правительству, в частности, Министерству по внешним связям, поручено помочь крупным компаниям перестроить работу по вопросам импортозамещения. Мининновации продолжит работу по переходу на российское программное обеспечение. Якутским IT-компаниям представляется возможность разработать свои аналоги. Вся необходимая поддержка со стороны власти будет продолжена. А Центр поддержки экспорта республики продолжит сбор вопросов от экспортеров для оперативных решений. Сейчас разработан целый перечень отечественного ПО. Страна не сидела, сложа руки, много чего сделано. Просто речь идет о привычках пользователей. Нам нужно переходить на отечественное ПО. Практически на каждое направление есть замена, начиная от Windows, это Astra Linux, офисных программ, MOI Office и прочее. То есть кто пользовался Google диском, можно Яндекс.Диском пользоваться, почтой. То есть, в принципе, здесь проблем мы особых не видим. Минпромторг страны дает торговым сетям возможность ограничивать количество товара с минимальной наценкой, отпускаемого в одни руки. Так, все граждане смогут купить необходимые продукты. Это касается продуктов питания, которые продаются с минимальной наценкой. Такое решение поможет уберечь обычных граждан от перекупщиков и спекулянтов, которые скупают продукты первой необходимости в больших объемах, чтобы потом реализовать с большей наценкой. Конкретный перечень товаров, которые попадут под ограничения, каждая торговая сеть может определить самостоятельно. Ленский район старается своими силами сохранить независимость от курса доллара. Руководство муниципалитета еще в прошлые годы активно стало развивать производство молочной и мясной продукции. Анна Кожевникова отправилась с проверкой в магазины Ленска. С какими бы потрясениями ни сталкивались россияне, будь то экономические или политические, в первую очередь все стремятся закупить товары первой необходимости, такие как крупы, мука, масло, сахар. Несмотря на то, что спрос на вышеперечисленные продукты возрос, в Ленске полки магазинов не опустели. Единственное, что стало сложно купить, это сахар-песок. А вот рафинад в продаже имеется. Как отмечают продавцы, ажиотаж небольшой наблюдается. Сметают такие крупы, как гречка, рис, запасаются макаронами, 10-килограммовыми мешками муки, консервами. В основном не скоро портящимися продуктами. Нормально, но сахар пришлось искать. Угу. Сложно, да, найти? Ну да, его как-то куда-то исчез. Это вот в Водолее я взял.
Повысились цены или нет? Немного, но не так, что критично. Я что-то не заметил особо. Без сомнения, какие-то продукты, либо лекарства все равно становятся уже дороже, это ощущается. Ну, честно говоря, вот хлеба, например, точно хватает, и либо молочной продукции точно хватает. А другое, я не слежу за этим. Самое основное, конечно, достатки. С резким ростом цен на продовольственные товары ленчане пока не столкнулись. Только по некоторым отдельно взятым продуктам. В соцгруппах мессенджеров встречаются вопросы, касающиеся ценовой политики и мониторинга цен на продукты первой необходимости. Но, как сообщают модераторы, на уровне района цены на социально значимые товары не контролируют с 1 января 2022 года. Теперь этим занимается Госкомцен Якутии. Скажите, пожалуйста, подорожали ли цены в магазине? Да. На какие продукты, может, конкретно? Ну, на сахар заметил. Ну, по сахару, по гречке появился дефицит, я вот заметил. Ну, то есть мешки перестали продавать по 10 килограмм сахара. Вот эта гречка сильно довольно подорожала. Но глава района держит руку на пульсе и лично проводит мониторинг цен и наличия товаров в магазинах Ленска. Также Жумарт Абельманов дал обещание, что цены на местную продукцию предприятия Батамайского и цеха переработки будут заморожены до конца года. Будем завозить продукты питания первой необходимости, которые будут лежать в запасах для наших школьных учреждений по всему району, для населения. Где-то полугодовой запас обязательно у нас будет. Цены особо не подпрыгнули, они тоже под контролем. Хотя в моем понятии, наверное, я всегда говорил на всех совещаниях, наверное, и в Якутске, и в Ленске, что для меня две вещи важные в этой жизни. Это вертикаль власти жесткая и госконтроль цен. Также глава Ленского района сообщил, что есть договоренность с местными фермерами и повышение цен на овощи не предвидится. Но чтобы себя обезопасить, на комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение создать стратегический запас продуктов питания первой необходимости, на что выделять денежные средства из резервного фонда. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Идем далее. С февраля этого года должники получили право на сохранение прожиточного минимума на счету при взыскании задолженности. Заявление можно подать как в управлении судебных приставов по Якутии, так и через электронные порталы. С 1 января прожиточный минимум для первой зоны в Якутии составляет 22 356 рублей. Для трудоспособного населения 24 369 рублей. Для пенсионеров 19 227 рублей, а для детей 23 229 рублей. Во второй зоне прожиточный минимум составил 18 726 рублей, для трудоспособного населения 20 411 рублей, для пенсионеров 16 104 рубля, а для детей 19 457 рублей. Для того, чтобы воспользоваться правом сохранения прожиточного минимума на счету, должнику необходимо обратиться с заявлением в то подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. В заявлении необходимо указать все свои данные, и помимо этого нужно указать, к какой конкретно социально-демографической группе относится должник. Это может быть трудоспособное население, пенсионеры, дети. И также необходимо приложить реквизиты одного банковского счета, на котором предполагается, что будут сохранены денежные средства в размере прожиточного минимума, установленные в Республике Саха-Якутия. Между тем, более 7 тысяч человек в регионе стоят на учете в поиске работы. Это намного меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но сегодня стоит задача не только снизить безработицу, но и сохранить рабочие места трудящихся. Так, более 150 человек могут остаться без работы в 13 организациях. В прошлом году в это же время 35 предприятий планировали уволить более 600 человек. Ситуацию могут усугубить западные санкции. В связи с этим правительство Якутии разрабатывает межведомственный план сохранения рабочих мест. Такой план был реализован в прошлом году для восстановления численности после пандемии. Так что механизмы отработанные есть. На федеральном уровне разрабатываются 3 мероприятия. Но мы ожидаем, что они будут разработаны и направлены для реализации по субъектам. Это временная занятость работников предприятий, организаций, планируемых к освобождению. Это общественные работы работников и опережающее профессиональное обучение. В настоящее время, по данным Сахастата, занятыми являются 464,8 тысяч человек. Уровень безработицы составляет 7,2%. И вот эти показатели мы должны сохранить к концу года.
В Якутском медицинском колледже прошло распределение выпускников по медицинским организациям. По итогам прошлого года трудоустроено 99% выпускников колледжа, из них свыше 70% по специальности. Подробнее в следующем материале. Нюргуяна Васильева поступила в Якутский медицинский колледж 3 года назад по целевому направлению. Выбрала девушка сестринское дело. Нюргуяна уже знает, где будет работать, так что поиском работы не занималась. Я иду работать по целевому, Национальный центр медицины, РБ-1. Я готова работать дальше после учебы. Однокурсники все нашли работу по ходатайству, договоры, некоторые целевые, но все нашли работу, да. А другая студентка этого же курса, Екатерина, поступила в колледж, проработав в Якутской клинической республиканской больнице в отделе кадров. За годы работы в больнице девушка решила стать медицинским работником и целенаправленно поступила учиться на медсестру. Я иду туда, потому что до этого я там работала в отделе кадров, и мне, в принципе, очень нравится в этой больнице. Очень дружный коллектив, и хотелось бы в будущем там работать. Я уже получила ходатайство, поэтому надеюсь, что я скоро уже приступлю к работе. В Якутском медицинском колледже готовят специалистов, которые необходимы медицинским учреждениям республики. В Якутске в колледж можно поступить только после 11 класса, а в профильных учреждениях образования Алдана, Нерюнгри и Жатая ждут абитуриентов и после 9 класса. В медицинском колледже постоянно совершенствуют образовательные программы. Например, в этом году планируют открыть новые направления подготовки, в том числе по массажу. Обучение будет длиться год и 10 месяцев. Открываем отделение на местах, чтобы подготовить выпускников, специалистов. Поэтому у нас сейчас в 8 районах имеется свое отделение. Нынче планируем еще дополнительно открыть 3 отделения. Тогда у нас будет 11 отделений. Они сейчас направляются во все районы улуса нашей республики. Имея целевые места при поступлении, и в будущем, которые поступать будут, имейте в виду, что кто целевыми поступает, обучается, они обеспечены и с первого курса уже знают свое будущее место работы. В этом году медколледж выпустит свыше 500 студентов. Большая часть по итогам сегодняшнего дня подписали трехстороннее соглашение с работодателями. И уже с лета многие из них пополнят ряды работников здравоохранения в разных районах Якутии. Лидия Гасанбалаева, Иван Яковлев, Павел Пахомов, Якутск. За время пандемии всем гражданам приходилось жить в условиях ограничительных мер. Пандемия научила нас внимательно относиться к своему здоровью. Но в последнее время тенденция на снижение заболеваемости коронавирусом позволяет вносить послабление некоторых ограничений. Ирина Жданова продолжит. Студенты Южно-Якутского технологического колледжа не прерывали обучение. Разница лишь в том, что 2 года учеба проводилась дома перед экраном смартфона или компьютера. Но сейчас очный режим восстановился, и ребята заняли свои места за партами. Мой режим изменился очень активно, потому что я стал раньше просыпаться, больше поднимать материалов, потому что мы начали ходить на лекции. Также мы можем поговорить с одногруппниками своими. Ты начинаешь больше запоминать, и ты начинаешь общаться с одногруппниками чаще, узнавать их поближе. Я познакомился с преподавателем наконец-то, все-таки ни разу не виделись. С одногруппниками чаще начали видеться, как-то темы лучше начал запоминать. С 21 февраля колледж поэтапно перешел на очный формат обучения. 26 групп занимаются в обычном режиме. Это 2-й, 3-й курсы. Также студенты 4-го курса вышли на производственную практику. Сохраняются определенные риски. И как раз вот для студентов большей частью первых курсов, для них сохранился вот формат использования дистанционных интернет-технологий и электронного обучения. Наконец открылись и общественные студенческие пространства, столовая, библиотека, актовые и спортивные залы. Работают внеучебные организации, спортивные секции, творческие студии и общественные студенческие объединения. Но все занятия проходят с соблюдением всех требований безопасности. Это масочный режим, санитарная обработка рук и социальное дистанцирование. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри.
Еще 305 человек заразились коронавирусом в Якутии. За минувшие сутки в больницы доставили 69 из них, сообщает оперштаб. В стационарах получают лечение 13% больных, остальные лечатся дома. За сутки выздоровели 713 человек. До 15% случаев ковида связаны со штаммом Дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. Ревакцинацию прошли почти 149 тысяч человек. Низкие темпы ревакцинации в Алданском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Аймеконском районах и в городе Якутске. В Якутскую республиканскую клиническую больницу поступил новый передвижной рентгеновский цифровой аппарат. Примечательно, что новый аппарат отечественного производства, что станет первым шагом для развития в медицинской сфере собственной высокотехнологичной продукции. Ульяна Шагина ознакомилась с новым аппаратом. Главным отличием нового оборудования является автоматизация рабочего места рентгенолаборанта. Кроме того, он легкий, компактный и обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения при минимальной лучевой нагрузке. Получили мы на днях вот этот аппарат. Это, конечно, российский аппарат у нас, полностью сборка российская идет, да, и цифровой. Этот аппарат цифровой, и, значит, изображение сразу, как вот съемку сделали больного, и сразу информация переходит автоматически на рабочую станцию врача. То есть здесь это не пленочный аналоговый аппарат, это чисто цифровой аппарат. Республиканская клиническая больница – один из главных ковидных стационаров с начала пандемии. Так что новый аппарат здесь нужная вещь. Благодаря мобильности его будут использовать прямо в палатах для лежачих пациентов. Конечно, неудобства создавали нашим пациентам. Когда в реанимации больной лежит, прямо спускали с кровать там рентген-кабинет, когда большой рентгеновский аппарат стоит, непредвижной, и там на носилках или привозят наши санитары, врачи, медсестры, и поэтому очень неудобно было. А сейчас этим аппаратом в любое место, точки, да, где больной тяжелый находится, можно снимать снимки. Аппарат будут использовать и в стационарах при больнице. Сегодня со спадом количества больных коронавирусной инфекцией в больнице перепрофилируют отделение. В красной зоне сегодня находится 146 ковидных больных. В реанимации клинической больницы борется с ковидом 9 человек. Из них 3 на искусственной вентиляции легких. Мы перепрофилировались на чистую и грязную зону. Да, в чистой зоне лежат пациенты с внебольничными пневмониями, обострениями бронхиальной астмы и хроническими обструктивными болезнями легких. И также мы работаем в грязной зоне, также с коронавирусной инфекцией. Дальше продолжаем работать. Врачи ковидной зоны все время начеку. Несмотря на заметное снижение больных ковидом, здесь не расслабляются. Работают также по сменам. В наш третий корпус пульмонологического отделения на Стадухина 81 поступают пациенты с тяжелой пневмонией. В основном они приводятся с других больниц нашего города Якутска и из районов. Как проходит лечение? Ну, мы, конечно же, работаем по протоколу, по установленному в нашей Российской Федерации. Но в зависимости от тяжести состояния пациентов мы подбираем индивидуально каждому лечение. Врачи предупреждают, несмотря на то, что заболевание ковидом снизилось, это не делают вирус безопасным. Так что не забываем о вакцинации, а также о мерах предосторожности, ношению масок и обработке рук. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Другим темам всего 255 человек примут участие в региональном этапе стартап-тура в столице республики 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций Якутии. IT-предприниматели подали 127 заявок на участие в конкурсе технологических проектов. Фонд Сколково на протяжении более 10 лет проводит стартап-тур. Мероприятие, направленное на поиски лучших решений и развитие инновационного предпринимательства в регионах России. Стартап-тур включает в себя 5 основных частей – конференцию, конкурс, образовательную часть, менторство и онлайн-выставку. Участником может стать любой, кто заполнит заявку на сайте, оформит надлежащим образом свой проект и пройдет отбор в комиссии, где участвуют представители Сколково. То есть это старт для любого проекта. Есть уникальная возможность получить опыт, встретиться с бизнес-ангелами, получить финансирование под свой проект. То есть это уникальная площадка для того, чтобы люди могли свой проект
озвучить и получить деньги, самое главное. Новый мировой порядок. Что ожидает мир после военной спецоперации на Украине? Эта тема стала ключевой в работе дискуссионного клуба «Якутия. Образ будущего». В обсуждении приняли участие деятели культуры и искусства региона, члены Академии духовности, а также представители Общественной палаты республики. Участники дискуссионного клуба говорили о глобальных переменах в мире и о том, как в новых реалиях должны адаптироваться народы, населяющие Россию. Человек иногда приходит в смятение, когда вдруг слышит, что с одной стороны про одно и то же событие, которое происходит на Донбассе, на Украине, говорят одну правду, а с другой стороны другую, противоположную, но и кажется, что тоже правда. Поэтому у тебя возникает вопрос, смятение в некотором плане. Так? Где правда-то? Где правда? И это очень важный момент. Поэтому время от времени общественное общество, общественное сознание должно как-то собираться, консолидироваться и вырабатывать вот ту правду, на котором опирается любое государство, любое общество, любой человек. Более 13 миллионов рублей собрали «Добрые крышечки». Это всероссийский благотворительный проект, который нацелен сделать мир чище и помочь детям с особенностями развития. Алмазная столица подключилась к «Добрым крышечкам» в середине прошлого года. Наши коллеги расскажут, как это работает. Крышка от бутылки может спасти чью-то жизнь, если вместо свалки попадет в пункт сбора. Так посчитали организаторы благотворительного проекта «Добрые крышечки». И в 2016-м стали эти самые крышки собирать. Как это работает? Люди приносят крышечки в пункт приема. Когда накапливается достаточно крупная партия, ее взвешивают и отправляют на завод. Там пластик перерабатывают и превращают в новые вещи. Средства за собранное сырье перечисляют на счет благотворительного фонда. А фонд покупает инвалидные коляски, вертикализаторы, кресла и многое другое детям с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях. Партнер «Добрых крышечек» в алмазной столице – Мирлинский молокозавод. Предприятие подключает к проекту детские сады и школы района. Выходя на педагогов, мы говорили о том, что такое отношение и вообще вся эта программа позволит им создать урок по экологии, объяснить, что такое наша планета, как можно к ней бережливо относиться. Урок труда, где они вместе будут делать коробку для сбора этих крышек. И, в общем, вот такими действиями мы добились того, что некоторые дети на сегодняшний день требуют от мам ни в коем случае не выбрасывать эти крышечки, собирать. Они устраивают между собой соревнования. Первую партию собранных крышек, а это по ожиданиям партнеров, будет несколько тонн, отправят в Якутск до закрытия зимника, то есть до середины апреля. Важный момент – собирать нужно завинчивающиеся крышки, как от бутылок с водой, газировкой и питьевыми йогуртами. Сдать их можно не только в детских садах и школах. Пункты сбора организовали на городском рынке и в предприятии западных электрических сетей. Мы с коллегами из Алмазного края решили присоединиться к акции. До 1 апреля будем собирать крышки в редакции, а позже расскажем, сколько удалось собрать. Анна Винокурова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Идем далее. В поселке Угаян Белецкого Венкийского национального наследия библиотека является культурным, интеллектуальным и информационным центром. В фонде библиотеки порядка 3000 книг, литературу для себя найдет каждый, а читать угаянцы любят. Светлана Евдокимова – единственный библиотекарь. Тесно работая с детским садом и школой, Светлана привлекает к чтению подрастающее поколение, организует выставки, кроме того, ведет общественную работу и поддерживает связь с культурными учреждениями района. Большое. Взрослое население обычно читает исторические детективы. Дети старшего возраста уже романы читают. Постоянно участвуем в общественных мероприятиях. Выезжаем. На прошлой неделе детей возили в библиотеку, в музей. Ровно 100 лет назад, 16 марта 1922 года, было основано постоянное представительство республики в Москве. В день столетия постпредства якутяне почтили память первого постпреда, одного из основателей ЯССР Максима Кировича Амосова. Главные праздничные мероприятия пройдут позднее, в апреле, июле и в августе, с охватом городов Якутск, Москва, Санкт-Петербург и Владивосток.
А в сентябре в Большом театре жителям и гостям столицы представят спектакль «Нюргун Ботур». В декабре пройдут Дни Якутии в Федеральном собрании Российской Федерации. Добавим, что к столетию постпредства также будут презентованы книга, альбом и документальный фильм. 16 марта это только начало тех больших юбилейных мероприятий, которые посвящены в этом юбилейном для республики году. Большое мероприятие 24 апреля состоится этого года в концертном зале правительства города Москвы на Новом Арбате. Это большой зал, куда мы пригласим всех наших друзей, ветеранов, наших партнеров, не только из Москвы, но и из многих других городов и регионов страны. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.